В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Автодорога Лена в Якутии станет полностью асфальтобетонной к 2024 году. Важно не только лечение, но и восстановление после ковида. Расскажем о реабилитационных центрах для переболевших. В Ленске очищают крыши домов от снега. Какие управляющие компании в числе первых? Главная транспортная артерия республики, автодорога А-360 Лена к 2024 году станет полностью асфальтобетонной. Об этом сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе рабочей встречи с главой республики Айсеном Николаевым. Так, до 2024 года в Якутии будет построено, реконструировано и отремонтировано 38 дорог общей протяженностью около 390 километров. Сейчас дорожники ведут работы на участках Якутск-Магадан и на отрезке Невер-Якутск. Кроме того, специалисты реконструируют мост через реку Амгу на 825-м километре трассы Лена. Работы будут завершены в 2023 году. Особое внимание Айсен Николаев уделил вопросам строительства мостов через Алдан, Вилюй и Лену, которые могут обеспечить круглогодичный беспрепятственный проезд по федеральным дорогам. На заседании 36-й очередной сессии Якутской городской думы депутаты рассмотрели 24 вопроса по различным направлениям. В первую очередь утвердили отчет главы города и окружной администрации за 2021 год. Он содержит 13 блоков, реализацию нацпроектов и муниципальных программ на территории городского округа. Также депутаты рассмотрели внесение изменений в бюджет города на этот год. За счет поступления дополнительных доходов будет увеличена доходная и расходная часть местного бюджета. Были заслушаны отчеты по другим направлениям, в том числе по транспорту в городе Якутске. В этом году мы будем закупать 100 автобусов. Также будет уделяться особое внимание строительству жилья не меньше 300 тысяч квадратных метров. Также большая работа в прошлом году, если говорить об отчете, была проделана по сносу и переселению из ветхого аварийного жилья. В целом депутаты оценили работу на хорошо. Также председатель городской думы озвучил слова поддержки и солидарности президенту России Владимиру Путину в связи с ситуацией в Украине, где проводится специальная военная операция. Мы очень сожалеем о том, что на протяжении 8 лет не исполнялись Минские соглашения, где люди действительно очень страдали, жили в подвалах, находились под постоянным прицелом и под огнем артиллерии, ракет. И, конечно же, это, к сожалению, привело к такой ситуации, когда необходимо было защищать своих граждан. В Якутии продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Уже не первый год столица Южной Якутии, город Нерюнгри, представляет свои проекты. Как можно сделать жизнь нашего общего дома лучше и комфортнее, расскажем в следующем материале. В числе победителей 3 заявленных проекта из Нерюнгри. Таким образом, постепенно, из года в год, благодаря активным неравнодушным жителям преображаются не только отдельные дворы, но и облик города в целом. За 3 года уже реализованы 10 проектов, благодаря которым было благоустроено 15 придомовых территорий. В этом году это дома по улице Ленина, 19, Мира, 27 и Чурапчинская, 37/1. К реализации проекта, подготовка к заявке, формированию заявки начинается еще в летний период. Совместно с жильцами мы разрабатываем проект, запрашиваем коммерческие предложения у поставщиков оборудования и услуг, подыскиваем спонсоров программы. Наш проект по данному дому называется «Благоустройство придомовой территории». Уже в июне здесь начнут устанавливать современную, комфортную, безопасную площадку, на которой также будет находиться зона отдыха для взрослых, информационные доски, а жители примут участие в озеленении прилегающей территории.
Хотел бы выразить глубочайшую признательность и сказать большое спасибо тем людям неравнодушным, которые принимают участие в данном проекте. Пожелать, чтобы в этом году эти проекты были успешно реализованы на территории нашего города. И в дальнейшем мы намерены также активно участвовать в программе поддержки местных инициатив. Основные условия участия в конкурсе проектов по программе поддержки местных инициатив – это софинансирование из городского бюджета и привлечение средств спонсоров и самих жителей. Каждый год число реализованных проектов увеличивается, а вместе с этим благоустраивается и город. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Продолжается подготовка к пожароопасному сезону в республике. Ранее на региональном уровне был принят комплексный план тушения пожаров на год. Сегодня стоит задача по утверждению теперь уже сводного плана тушения лесных пожаров, по которому определяются силы и средства. Наличие такого документа требует Лесной кодекс России. Также у лесопожарных формирований начинаются тренировки. Работники авиалесоохраны и Якутлесресурса проходят обучение и медицинские осмотры. Подведомственным учреждением Министерства экологии, лесопожарными формированиями являются Якутлесресурс, государственное автономное учреждение, и государственное бюджетное учреждение Якутская база авиационной охраны лесов. Как раз вот сегодня я выезжал в Хангалский район, в местность села Ой. Там как раз идет первые прыжки у авиалесоохраны. Вот первые 38 новобранцев, которые прошли обучение, все теоретическую часть, практическую часть. В выходные уже были спуски с вертолета. Важно не только лечение, но и восстановление после ковида. В Якутии реабилитационные центры для пациентов, перенесших COVID-19, начали появляться еще в начале пандемии. За это время, а это с 2020 года, лечение получили порядка 2500 человек. Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины – один из подобных послековидных восстановительных отделений, где поправляют свое здоровье якутяне. Они получают целый комплекс восстановительной терапии, лечебную гимнастику, массажи, физио, ультра и светотерапию, ингаляции и многое другое. С пациентами работают профессиональные реабилитологи, общая задача которых – улучшить состояние здоровья пациентов после перенесенной болезни. 23 ноября 2020 года мы начали работать. У нас отделение на 30 коек. И с этого времени у нас прошли лечение где-то более 700 человек. В основном это люди 50 лет и старше. Ну, составляют они, конечно, там 80%. Молодых реже как-то поступают. И по гендерному признаку в основном женщины преобладают. Где-то 66% женщин проходят и мужчин. 7 комплексов реабилитационных мероприятий у нас уменьшается одышка. Иногда поступают кислородзависимые психологические больные. Они прямо с концентратором поступают и не отходят от него, ни на метр, с собой везде таскают. Боятся. Да, боятся. С ними занимается наш клинический психолог, мы занимаемся. И вот они потом как-то, ну, зависимость это уменьшается у некоторых, там они где-то примерно, минут, может быть, 10-15, некоторые вообще отходят. Более 60% жителей Якутии заявили, что придерживаются здорового образа жизни. Об этом сообщили в Центре управления регионом после итогов онлайн-опроса жителей республики об отношении к своему здоровью. Согласно исследованию, 70% жителей опрошенных оценили свое здоровье как хорошее и регулярно проходят медосмотры. 35% жителей республики не придерживаются здорового образа жизни. 5% затруднились ответить. Из всех опрошенных 36% регулярно занимаются физкультурой и спортом, 16% раз в месяц и реже, 38% вообще не занимаются физкультурой. Здорового питания придерживаются 38%, отрицательно ответили 51%. 11% опрошенных не знакомы с принципами правильного питания. Опрос проведен в 4 самых популярных соцсетях. В нем приняли участие 600 человек. У нас в республике продолжается десятилетие здоровья, объявленное указом главы республики Айсеном Николаевым. И нам было совместно с Центром общественного здоровья очень интересно получить те данные, на основе которых потом органы власти, Минздрав и другие организации, которые влияют на здоровье жителей, принимали бы решения. И мы применяем в своей работе методологию онлайн-опросов по репрезентативной выборке. Данная методология позволяет проводить социологические исследования на
очень быстрой основе, и данные социологические исследования являются полностью достоверными. В Ленске приступили к уборке снега с крыш, как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах. Какие управляющие компании в числе первых, узнавала Анна Кожевникова. Нужно быть немного скалолазами, чтобы убрать крышу многоэтажного дома от снега. Эта работа требует специальной подготовки и определенной сноровки. Например, для очистки кровли вот этого трехэтажного двухподъездного дома необходимо 2-3 часа. А для уборки соседней пятиэтажки у работников управляющей компании ЛПЖХ ушло 2 дня. Всего планируется очистить 110 крыш жилых многоквартирных домов. Из них четверть уже приведена в порядок. На сегодняшний день заключены договора у нас с подрядными организациями по уборке снега с кровель. Также работают сотрудники организации, с которой тоже на обслуживании находится жилищный фонд. Уборка производится только над выходами и где у нас нежилые помещения, пятиэтажные там жилые дома. То есть над магазинами, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов. Ленское предприятие жилищного хозяйства обслуживает весь деревянный фонд в центре города и часть Каменного. А вот деревянные дома в Мухтуе – это владение управляющей компании «Респект». Там, где крыши железные, то есть там козырьки чистятся в плановом режиме. На теплом стане, конечно, у нас самый тяжелый дом в том плане, что он стоит так расположен по розе ветров, что у нас его заметает только наш дом. Остальные дома, в принципе, можно не чистить. У нас там такие огромные сугробы. Спасибо нашему дворнику. Он замечательно справляется. Ну, спецтехникой приходится трудиться. Мы почистили сейчас там крышу выходной, почистили дорогу, придомовую территорию. Благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья Ленск оброс высотками. Почти все новые 9- и 10-этажные дома в центре города находятся в ведении управляющей компании «Партнер». На крышах их жилфонда сегодня тоже орудуют лопатами специально обученные люди. Красно-белые ленты, предупреждающие об опасности вдоль жилых и нежилых домов, все чаще появляются в центре города. Если весь снег будет своевременно убран с кровли многоэтажных зданий, то форс-мажорных ситуаций возникнуть не должно. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На долине Туймады соберутся талантливые режиссеры национальных театров страны. Первый конгресс национальных театров запланирован 25, 26 и 27 июня текущего года. Такая идея еще возникла 8 лет назад художественным руководителем Саха-театра, известным режиссером Андреем Борисовым. И это важное предложение было одобрено на заседании Комитета по культуре и образованию Совета Федерации. Также был обсужден вопрос создания школы национальных театров. Сейчас в России работает ассоциация нацтеатров, куда входят 5 театральных учреждений культуры Якутии. И в эти дни постараемся показать 3 спектакля. Если сочтется и все время совпадет, к нам должен приехать в эти дни татарский театр. То есть будет спектакль на татарском языке. Театр Лонхо, уверен, Андрей Алексеевич поставит свой спектакль. И театр Александринский поставит спектакль «Женитьбу» Валерия Фокина. То есть здесь будет русский театр, татарский театр и якутский театр. Это будет вот такая начальная стадия или культурная часть украшения всей программы Конгресса. Конгресс выработает новые направления. Про развитие национальной театральной школы, подготовки новых режиссеров, плеяды новых тех. Валерий Фокин где-то 15 человек будет приглашать для того, чтобы давать свой опыт, который у него накоплен сегодня. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.